Мы записывались на прием к Лецу. Кто вместо него? Клец не работает. А кто Сегодня осуществляет прием? Исполняю обязанности первый заместитель Клец Валерий Васильевич. Великолепно. Тогда мы к вам. Пожалуйста. Значит, вопросы будут задаваться вам. А вы уже по своему усмотрению можете переадресовывать, что угодно делать. Значит, есть распоряжение председателя Брестского областного комитета исполнительного 14.06.2019 о приостановлении строительства объекта. Приостановить строительство объекта аккумуляторного завода iPower, собственно, котельной на природном газе, Брестский район, ГСС Брест, до устранения выявленных нарушений. Скажите, пожалуйста, это действующее распоряжение? А кто сомневается в том? Я сомневаюсь. Оно действующее или нет? Конечно, действует. Действующее. Отлично. Скажите, пожалуйста, как осуществляется контроль за распоряжением председателя Брестского областного исполнительного комитета? Кто ответственный за контроль назначен? Как осуществляется данный контроль? По каким параметрам? По каким пунктам? Первый вопрос. Кто назначен ответственным за контролем распоряжения председателя Брестского областного исполнительного комитета? Ну, собрайте вопросы, подготовим, вам ответ будет. Ну, вы мне, конечно, извините, данное распоряжение от июня месяца 2019 года. Вот, вы как первый зам, если не знаете, кто ответственный за контроль, то да, о чем мы сейчас будем вообще с вами разговаривать. Вы мне... Я вам говорю, здесь присутствуют все люди, которые причастны, все ваши вопросы записывают, вы получите ответы в установленном порядке. Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, кто-либо из присутствующих, на кого-либо из присутствующих возложен контроль за распоряжением Брестского областного исполнительного комитета? Нет. Здесь присутствует, на кого возлагалось? Так? Ну, кто конкретно? Фамилия? СС. Значит, контроль возложен на Брестский райисполком и администрацию. Ага, понятно. Скажите, пожалуйста, как контролируется распоряжение о приостановке строительства до устранения выявленных нарушений от июня месяца? Что касается администрации СС, мы еженедельно, и минимум один раз в неделю, обычно 2 раза в неделю посещаем предприятия, осматриваем производственные корпуса и смотрим, сколько людей присутствует на объекте. И по итогам посещения на имя заместителя председателя облсполкома направляем соответствующие документы. Это что касается администрации СС, правильно? Это, да, администрация. А СС. хотелось бы уточнить, а вот что касается администрации РИК? Аналогично. Значит, вообще распоряжение губернатора, оно обязательно для исполнения всеми службами, которые причастны к, как Валерий Васильевич, в райисполкоме заместитель по строительству в рамках своей компетенции тоже контролирует завод, выполняется распоряжение губернатора или не выполняется. А по каким параметрам контролируется? Когда завод работает, во-первых, чтобы он заработал, он должен получить соответствующее разрешение. Разрешение для располкомной администрации свободной экономической зоны, насколько я знаю, не давали для его работы. Поэтому аналогично, когда раз в неделю, 2 раза в неделю, сейчас вот те работы по сохранению здания, которые ведутся, по его отоплению, эксплуатации, те текущие работы, которые должны вестись для того, чтобы здание не развалилось, простым языком говоривший, там информации у нас по какой-то производственной деятельности нет. Заходят и внутрь туда заходят, смотрят. Поэтому тут... Вы знаете, вот 2 недели группа наблюдателей находится возле завода, ежедневно видит приезд рабочих. Вы ознакомлены с документацией, на основании чего но выведены эти работники, каких специальностей, что они делают? Вы ознакомлены с документацией? На основании чего приезжают работники? У нас информация о том, что производственная деятельность там осуществляется, отсутствует. Хорошо, я задам вопрос. Люди, которые приходят на работу, они
занимается техническим обслуживанием содержания. Дело в том, что мы даже не говорим о производственной деятельности, мы говорим о распоряжении председателя Брестского исполкома. А здесь приостановить строительство объекта до устранения выявленных нарушений. Мы сейчас не говорим о производственной вообще деятельности, мы говорим о том, кто и как, по каким параметрам выполняет распоряжение председателя Брестского областного комитета. Скажите, пожалуйста, в каком статусе сейчас находится завод? Ну, кто контролирует, СЭС или вы? Там приостановлено строительство. То есть- В этом статусе и находится. То есть какой официальный статус? Законсервированный объект. Законсервированный объект. Скажите, пожалуйста, Объект незавершенного строительства. великолепно. Скажите, пожалуйста, как давно вы посещали завод? И Лично вы. я лично с 6 марта А ваши контролирующие люди? тоже. Скажите, пожалуйста, вы 6 марта были, да? Да. То есть на данный момент предприятие законсервировано, официальный статус, да? Официально, да. Ну, знаете, вот не знаю, кому верить, может, Брестский РИК обманывает, а может и нет. А вот в официальном ответе от 6 марта, вот вы говорите, 6 марта были, да? Дополнительно сообщаем, что iPower с 26 февраля подписан приказ о расконсервации объекта. Расконсервация, правильно. Нет. Но он не расконсервирован. Значит, слушайте внимательно. Вот когда будет, секундочку. Ну, я не задал вопрос, а Нет, вы уже хорошо, хотите я вам ответить. сразу отвечаю. Вы Так не вот, задали, когда я он не будет задал вопрос, как вы можете ответить? расконсервирован, будет и соответствующий документ составлен. Так что вот, он расконсервирован. почему я задал этот вопрос? Ну. Потому что официальный статус для общественности определяется почем? По таблице. Паспорт объекта. На паспорте объекта что написано? Идет консервация до 31.03. Вопрос. В каком статусе завод? Еще раз повторяю. В стадии консервации. Сейчас начаты работы. Вы, коллеги, я прошу прощения, вы друг друга Нет, слышите? Слышим, слышим. Значит, То же самое. читаю еще раз. Ну, прочитайте. О внимательно iPower прочитайте. 26.02 Да. начал Издал приказ. расконсервацию 26.02. На паспорте объекта написано объект в консервации до 31.03. Вы русский язык понимаете? Великолепно. Понимаете? Да. Объясняю еще раз. Давайте. Объект сейчас находится в стадии он законсервирован, в стадии расконсервации. О, Вот уже когда- расконсервация. Нет, Отлично. нет, такой вообще нету стадии. Ну, Такой нету стадии ну, вообще. ну, так Есть объясните, стадия, есть строительство, там незавершенного строительства, приостановки строительства и консервации. Так вот, когда будут составлены соответствующие документы о расконсервации, он будет расконсервирован. 26.02 уже Это подписан приказ. только. Подписан. А для того, чтобы его расконсервировать, есть еще перечень работ, которые Процедуру надо определенную выполнить. пройти надо. Есть здесь Госстройнадзор. что скажет. Не, Госстройнадзор, Иван подождите, не трогайте по Госстройнадзор. Госстройнадзор вывели из этой процедуры приказом соответствующим, поэтому Госстройнадзор пока трогать не будем. Значит, вопрос следующего характера. А вы знаете, что законсервировать можно только действующее предприятие и производство? Это вам так кажется. Вы там на площади то же самое говорили. Э, После того, как Я у меня нахожусь, были я люди, нахожусь в секундочку. законодательном поле. После того, как у меня люди были, и я им сказал, что объект подлежит консервации, Так. вы на площади сказали, что я безграмотный. Да, я темный подтверждаю, что вы, человек. потому что вы сказали проект, а проект подлежит оценке. Не сама Послушайте, процедура консервации, а проект. послушайте, дорогой Уважаемых коллега. словам так уже придираться не надо, лишь бы найти где-то оплошность. Нет. Объект незаконченный строительства Так. может быть законсервирован. Ну, Может законсервирован. То есть даже на данный фундамент. момент, если я Понимаете? правильно понимаю, объект, акт законченного строительства нету. Акта. Конечно. Нету. Конечно нет. Поэтому он находится в отлично. стадии строительства. Сейчас эта стадия перешла в стадию приостановки, Мгм. потом эта стадия приостановки перешла в стадию консервации. Хорошо. Иван Иванович, правильно я Стадия консервации. объясняю? То есть- Или, может, то есть я сейчас точно консервация, не приостановлена? какой-нибудь это? То есть, Естественно. не так, Иван Иванович, можете сказать, в каком стадии, по мнению Госстройнадзора, сейчас находится данное предприятие, данная стройка? Но мы сейчас, наши работы завершены. То, что мы контролируем, строительно-монтажные работы. Мгм. Что мы можем сейчас вам сказать? Мы контролируем, причем мы контролируем строительно-монтажные работы в части эксплуатационной надежности и безопасности, Дмитрий. Да? Я же вам неоднократно писал. Поэтому все строительно-монтажные работы наши, они на сегодняшний день завершены. И если бы не было в 716 постановлении Совета Министров там правила приемки объекта в эксплуатацию, если бы не было оговорки, что Госстройнадзор выдает свое заключение при наличии заключения других органов,
тогда мы выдали бы свое заключение. Раньше такого не было, и мы выдавали на любой стадии, когда объект готов, мы выдавали. Ну, то есть юридически, если я понимаю правильным языком выражаться, на Нашего данный момент... объекта контроля там нет. То есть на сегодняшний день. объект не введен в эксплуатацию, акт законченного строительства объекта нету, не подписан. Ну, акт приемки объекта в эксплуатации нет. Да. В связи с этим вопрос. На завод приезжает с 23 февраля более 20 человек. Заезжает больше грузных автомобилей на загрузку и погрузку. Скажите, пожалуйста, как это вообще сочетается с данным распоряжением о запрете всех строительных работ? Они трубы туда привозят, запчасти. Скажите, пожалуйста, как сочетается с этим? Кто контролирует с райисполкома и администрация, что привезли? Что потом с этими трубами происходит? Что с этими... Я не задал до конца вопрос, не перебивайте. У меня очень важная мысль. Вы собьете меня. Значит, те стройматериалы, которые привозят, кто контролирует распоряжение о запрете всех строительных работ, когда туда привозятся стройматериалы? Администрации СС нету, РИКа нету, а когда мы пишем заявление по этому поводу, ответ нам дается согласно устного разговора с iPower. Это РИК так выезжает, проверяет наше заявление? Я могу процитировать дословно, если кому-то интересно, я процитирую. По устной информации директора iPower Брестской таможни инициировано тра-та-та-та-та. Ну так где контроль? Согласно устной информации, это контроль? Они вам сказали, вы написали и нам отписку дали. Это контроль? Что происходит со стройматериалами? Значит, Ну кто готов, тот отвечает. Не, извините, Так вы, вот, так, послушайте. вы так все равно как экзамен. Не, по ну, готовы экзамен, ответить. как будто- Ну а как по-другому? А как по-другому? Уважаемый, вы вопрос исполнительным задали. комитетом. Извините, если не Да, готовы сейчас ответить, пожалуйста, выйдут на место. Да, может кто-то не был, выйдет на место. Если стройматериалы привезли, они должны быть на стройплощадке. Так? Так. Если, говорят, запрещено строительство. Нет их, значит проблемы у завода должны быть, если он пустил где-то на строительство или по-другому. Так контроль есть или нет? Кто Конечно, контролирует есть. этот Так как- процесс? так как мы контроль? контролируем. Мы контролируем. Видим, что там Пошли. привозят, Видите, Что увозят. вы уверяете, что эти стройматериалы пошли на И- стройку? Мы увидим, А что... для чего они туда пошли? Их туда, во-первых, их туда... А где написано, Во- что запрет доставки Во-первых, стройматериалов? я объясняю, значит, во-первых, привезли стройматериалы, раз. Завод не имеет права эксплуатировать административно-бытовой комплекс и производственный комплекс. Секундочку, на основании этих нарушений инспекцией Госстройнадзора были выданы 2 штрафа, а Брестский РИК подал заявление в суд и также был оштрафован за нарушение эксплуатации производственно-бытового корпуса и административно-бытового. Сейчас налицо эксплуатация идет. Поэтому у меня вопрос. Понятно, что производства там нету. Идет, вы говорите, эксплуатация. Да. Потребление электроэнергии на сегодня идет, Федор Федорович, там и какое необходимо для содержания. И мы сейчас говорим не про электроэнергию. Как Нет, если не потребляют электроэнергию, значит идут работы. Если не потребляют электроэнергии, никакой не, работы не там все, ведется, не, уважаемый. не все, это первый момент, не Поэтому все. этот вопрос, Нет, если неправильно. говорится, недостаточно контролируется. Буквально, говорит, сегодня-завтра еще раз выйдут, посмотрят. Я вам, Кто еще вопрос, пожалуйста? я объясняю, значит, по поводу электроэнергии. Мы получили с департамента Госстройнадзора по Республике Беларусь ответ, когда было отопление. У них есть лимиты по потреблению электроэнергии. Другой вопрос, как на законсервированном предприятии в феврале месяце, когда идет консервация, подвозятся стройматериалы. И как происходит эксплуатация. А И и как... вы взяли, что стройматериалы? Вот именно. Ну, У вас есть видео? ну мы же видим, мы Что именно фиксируем. стройматериалы? Я прошу, как я могу к вам обращаться? Уважаемые, спасибо, что вы подсказали, что есть вопросы. Соответственно, порушение Федор Федорович вместе с райисполкомом сегодня выйдите, посмотрите на этот вопрос. Наше заявление... Действительно ли ведутся работы на заводе? Действительно ли Пожалуйста, эксплуатация... следующий в Не этот работает. вопрос. Не Мы работает, говорим о том, а что эксплуатируется эксплуатация. здание, которое не имеет права быть эксплуатировано. Почему оно Пока не эксплуатируется? Что проверят вот эти Так вопросы. это уже проверялось. Мы Если хотим спросить у соответствие вас. Заявление написано, первое заявление ушло 18 февраля, когда зафиксирована фото-видеофиксация о том, что рабочие прибыли в количестве 15 человек, часть из них в робе уже ходит, спецодежды, выходит из производственного бытового корпуса, из производственного корпуса, выезжает кара, возит стройматериалы. Почему с 18 февраля по сегодняшнее число РИК и СЭС, как они утверждают, что не раз в неделю там
не заметили этого? Почему на заявления, которые мои, им отсылались, данные факты не проверены, а только сейчас встает об этом вопрос. Что делали данные службы больше 3 недель? Можно уточнить? Можно к вам вопрос тогда я задам? Нельзя. Чего можно задавать? Вы, диалог. извините, односторонне говорите, пожалуйста. Если бы я проводил прием, то без У проблем. меня к вам вопрос. Давайте. Следующий. Вы подменяете сейчас понятие. Нет. Вы когда читаете Нет. распоряжение при исполнении строительной работы. Строительные работы ведутся? Я еще... У вас доказательства есть, Я- что строительные работы ведутся? Мои Нет. доказательства... Есть. Нет. Так вы... Если бы они у вас были, то вы бы здесь уже... Повторяю возможно, факт. еще раз. Значит, строительные Повторяю работы на еще раз. предприятии не ведутся, чтобы... Не вводи... А вы были на не вводи- предприятии? Вы на предприятии были? посетители, вопрос спорный. Откуда у вас уверенность? Соответственно, Вопрос не спорный. 2 уважаемый- штрафа и решение суда. О чем уважаемый спорить мы Дмитрий сейчас будем? Витальевич, Уважаемый Вы Дмитрий определя- Витальевич, Ну, уважаемые давайте. наши контрольные службы, Ну. я еще раз говорю, сегодня выезжаете, проводите мониторинг, ведутся ли строительные работы на данном объекте. И эксплуатация ли идет не строительные работы, а эксплуатация зданий. Объект не сдан в Хорошо. эксплуатацию. На каком основании эксплуатируется В помещение? нарушение закона. 2 штрафа, решение суда. Или Судебное гражданин решение. Паценко Спасибо. протестует решение Спасибо суда за прямо этот здесь? вопрос. Я не протестую. Ну так кто кого вводит в заблуждение? В том, что Уважаемые, у нас есть Может, вы не в понятие курсе, так вы строительство. послушайте меня, и вы будете Леонид знать. Ильич, А, уважаемые Конечно. посетители, Ну, я Много чего интересного значительно слышите. вас, да, Оценка. много слушал, да. вопрос задали, соответственно, есть закон, согласно закону все проверить. Всё. Запишите, чтобы не забыть. Мы каждый день пишем заявление в милицию по поводу приезда количество 18, 20, 25 человек на заводе. Мы каждый день вызываем милицию. Каждый день фиксируется это нарушение. Это не голословные наши разговоры. И вот должно происходить... Проверим, ведется ли эксплуатация строительства дальше. Так? Проверим. Административно-бытового... Помещайте тех вопросы, которые уважаемые посетители задают. Пожалуйста, следующий вопрос. Значит, приезд 20 человек каждый день. Что они делают? То есть меня интересует такой момент. То есть, вот приезжает 20 человек на предприятие. То есть они приезжают ли на основании приказа о консервации, либо уже на основании приказа о расконсервации. Согласован ли с Брестским РИК план-график мероприятий, которое было указано в письме о расконсервации? Агромаждеталь. Имеет ли место в данном перечне работы по подготовке завода к пуску и проведению пробного пуска? Если да, то в какие сроки? То есть расконсервация. Кроме расконсервации, пробный пуск, либо подготовительные работы имеются в данном плане, либо нет. Пробных пусков, либо подготовительных пусков на данный момент не осуществляется. В связи с Подготовка к тем- ним. В связи с тем, что, значит, не выдано ни разрешения на данный момент о выбросы значит, веществ. С какой Поэтому- целью тогда находится 20 человек рабочих Что они там специальных? Что делают? они там делают конкретно? Спецодежда. Именно, вопрос если, Вопрос Да задан, если вопрос Вопрос записан. задан. Я Соответственно, конкретизирую. у директора завода на месте, чем они занимаются, уточнить. только желательно не в устной Спасибо за форме, вопрос. а письменной. Значит, и... Оставляйте в письменной форме. Не, я имею в виду им, а то они по устному созваниваются и разговаривают. Я имею в виду РИК. Значит, есть ли профессии литейщиков, выводимые на предприятии, есть ли так называемых аккумуляторщиков, которые в зарядном цеху присутствуют. То есть, какие специальности выводятся на основании каких приказов, на основании какого основания. Значит, планируется ли отмена распоряжения председателя Брестского областного комитета? Есть закон, согласно закону будем поступать. Если будут положительные заключения экспертизы и другие законодательные акты, это другое. Но сегодня мы это не рассматриваем. У нас нет никаких документов, которые позволили бы отменить это решение. Скажите, пожалуйста, то есть, если я правильно понял, данное распоряжение председателя Брестского облсполкома будет сразу отменено, когда будет положительное заключение государственной экологической экспертизы, правильно? Но это будет принимать председатель обисполкома решения. Когда будут, но если не будет решения экспертизы, здесь никаких движений документов не будет. Это однозначно. Понятно. А если будет заключение экспертизы, завод имеет право обратиться ходатайством в обисполком. Значит, смотрите, в распоряжении председателя Брестского областного комитета четко написано: до устранения выявленных нарушений. Скажите, пожалуйста, нарушения сейчас убираются в каком объеме, по каким линиям, кем, актируются ли,
Кто контролирует устранение данных нарушений? На сегодня, коль приостановлено строительство завода, соответственно, все заморожено. Вы сами говорите, что там люди ходят, и мы спросим, что они там ходят. Я задам вопрос еще раз. Распоряжение действует с 14.06. То есть, если я правильно понял, на сегодняшний момент выявленные нарушения не устранены. На сегодня завод законсервирован. Вам же сказать, приостановлено строительство, и какие-то С июня, работы- с июня месяца что-то производилось по устранению выявленных нарушений? Как нам писали за подписью Клеца, что выявленные нарушения исправляются. Вот я хотел бы уточнить, какие нарушения выявлены, что исправлено, либо какая-то в письме, может, неточная информация была. Уважаемые, так вы же сами себе противоречите. Говорили, что туда рабочие ездят. И второй вопрос, устранили ли нарушения. Мы сегодня проверим, что делают рабочие. А когда они, сегодня их основная проблема, это пройти государственную экспертизу. Так, Александр Васильевич? Экологическую. Если не пройдут экспертизу, тогда можем навести о дальнейшем каком-то строительстве или других вопросов. Если будет это решение, значит вопрос будет рассмотрен на заседании облисполкома, и тогда будут приниматься решения. Разрешить или не разрешить. Нарушение при участии превышения выбросов. Не, ну я имею в виду, Идет сейчас сделана корректировка проекта, который находится на... ну это на бумаге, а реально А что-то... вот реально, когда пройдет экологическую экспертизу. То есть есть ответственный человек, который наблюдает за этим? Брестской областной комитет. Есть председатель Получат- комитета получат по разрешение природным на ресурсам. выполнение Пожалуйста, выбросов. отвечайте. Приступят опять, получат отмену или как правильно снятие распоряжения председателя Брестского областного комитета. Приступят опять к пусконаладке, проведут замеры, и тогда будет ясно. Соответственно, Это никто не сотрудничает. может быть перспектива, если не сумеют пройти если не будет определенные экспертизы, вот эти речи вопросы не на стадии проектирования и заключения. Хорошо, скажите, пожалуйста, а когда эта вот консервация началась-то? Вот мы все говорим, законсервированный объект, когда консервация началась-то? Можно вот тут Брестский РИК уточнить администрацию сразу? В соответствии с табличкой, я так понимаю, паспорт объект 24-12 Декабря. 24-12 декабря, да? Понятно. Письмо Брестского областного исполнительного комитета от 24.10.2019 года. Заместитель председателя облсполкома Клец. Работники предприятия находятся на территории незавершенного строительства объекта с целью его охраны, а также обслуживания расположенных на отведенном ООО «Айпару» земельном участке зданий и сооружений, контроля за технологическим состоянием законсервированного оборудования. Вопрос. Ну что, там бесконечная консервация идет? Нет, вы путаете консервацию, Я вам просто письмо- консервацию объекта. Законсервированное оборудование. Оборудование, понимаете, есть линия. Мгм. И она оснащена там дорогостоящим и оборудованием, Мгм. компьютерами и Мгм, прочим. мгм, мгм. Вот линию законсервировали сразу. Потому что если ее не законсервировать, она выйдет из строя. Более того, там и погибнет, так сказать, и программное обеспечение, и все такое прочее. А объект консервации – это совершенно другое. Вот. Для того, чтобы оборудование можно законсервировать просто. Мгм. А объект, для этого надо составить проектно-сметную документацию, определить, какие работы будут выполняться. Там целая история. Поэтому объект был законсервирован позже, в декабре. А скажите, а вы сами проект консервации видели? И что там написано? Вот вы сейчас мне рассказываете, вот вы сами проект консервации видели? Значит, проект Агромаш- консервации это не говорит о том, что это графический материал. Это может быть документом на 10 листах, где полное будет описание всех видов работ. Я вас понял, вы видели его? Естественно, видно. Видели, да? И все, что сейчас происходит, к оборудованию никакого отношения не имеет. Правильно я понимаю? Исходя из вышесказанного. Почему? Оборудование уже в том числе. Оборудование было Когда законсервировано... законсервировали весь объект. Нет, секундочку. Оборудование, согласно письма Брестского областного исполнительного комитета, на 29.10 уже было законсервировано. Так, ну, так точно. А так точно. Тогда что с А января... объект был законсервирован позже. Он- Ну. Так а что происходит? Как в вашем понимании 2 месяца, что приезжают работники, что не консервируют? Это не помидоры с огурцами не консервируют. Вы понимаете вообще, о чем вы говорите? Вы же понимаете, раз говорите, так? Вот вы говорите, объект, как его консервируют? Нет, вы, наверное, не хотите. Я нахожусь каждый день возле завода и вижу, что там происходит. И вот я в вашем понимаю, вы говорите, объект консервируют. Что 2 месяца работники консервируют, если все линии были Когда? уже... Сейчас? Проект консервации объекта. Нет, Мы сейчас говорим- или Значит, сентября по декабрь. Подождите, мы говорим не о будущем, Ну. мы говорим о сегодняшнем реальном моменте.
Так вы ж На март понимаете, вы месяц. сначала мне говорите Значит, с октября по декабрь, что они там Значит, делают. я задал вам, еще раз повторю вопрос, чтобы вы, может, подзабыли его. Я задал вопрос, какого дня началась Значит, консервация. уважаемые, вопрос задали, почему люди там находятся. Из какого дня Помечаете консервация? сегодня- Вы сказали, что Уважаемые, в декабре месяце. давайте, говорится, полчаса один и тот же вопрос. Почему люди там находятся, что делают? Поэтому сегодня есть вот приказы на предприятие, что делают, как делают, мониторинг и, пожалуйста, ответ. Если нарушение, значит претензии к заводу, говорится, и согласно законодательству должны быть выставлены. Вот. Ну и желательно, если есть такая возможность, вот СЭС и РИК заявили, что они раз в неделю, возможно, даже 2 раза в неделю появляются, хотя бы время сказали, потому что мы там все время находимся, никого кроме работников не наблюдаем. Вот. Значит, ну, чтобы было понимание, действительно, что они непосредственно этим занимаются. Еще вопрос. Я получил письмо от Госстройнадзора о том, что в соответствии с протоколом 20 от 20.12 Брестского облсполкома контроль за исполнением поручений по консервации аккумуляторного завода возложен на Брестский РИК и СЭС. Вопрос облсполкому. С какой целью был выведен департамент контроля за строительством, который так хорошо контролировал, как ни одна из служб, и быстро, оперативно реагировала, и выявила нарушения, и выставила штрафные санкции. Почему ее исключили из контроля? То есть людей, которые реально могут что-то увидеть, которые быстро реагируют на заявления, их устранили, оставили тех, которые переписываются, отписываются. Ну, лично это мое мнение, и ничего не предпринимают. Пожалуйста, я попрошу начальника сразу ответ дать. Ну, я еще раз, Дмитрий Витальевич, повторю, что все работы строительно-монтажные завершены на объекте, да. То, что касалось там, устраняли, вы задали вопрос, устранялись какие-то дефекты, да, устранялись дефекты. Я не помню, то ли в августе, то ли в сентябре устранялись дефекты по течи кровли. Там было 3 или 4 течи кровли, выходили там. То есть вы функциональные обязанности касалось- свои, что от вас требовалось, а дальше Совершенно это верно. не Сегодня ваше... нашей там объекта надзора нет. Здание стоит, оно согласно проекта построено. Совершенно Вопросов, говорится, у вас с ним нет. верно. У нас нет. Пожалуйста, еще вопрос. Ну, то есть, то есть данный завод не введен в эксплуатацию, то есть это объект незаконченного строительства. То есть в любом Что случае, касается строительно-монтажных работ, работы выполнены. Осталось это мы услышали. оборудование и все прочее. Акт так? не подписан. Акт не подписан. Значит, он не будет введен. Не ведет. Он не будет введен. участвовать в подписании акта. Ну, то есть он не введен, поэтому я не хочу. Вот я хочу понять, для чего люди, которые реально, которые выведены. То есть я так и не понял. Так он же сам сказал, говорит, все, что построено, Ну, это убедился. он убедился, но акт не подписан. Хорошо, по строительным работам, какие у вас претензии? Что там некачественно выполнено? У меня проблема в том, что Госстройнадзор очень конкретно, четко фиксировал нарушение эксплуатации зданий и сооружений, не введенных в эксплуатацию. То есть вот данный вопрос, они четко, в отличие от других контролирующих структур, все делали четко. То есть вы считаете одна служба, которая достойно работает? да? Я считаю, что Брестский ОИК ответил 29.10, а в это же время Госстройнадзор выставил штраф. Это нормально вы считаете? Ну, не могу я так сказать. Ну подождите секундочку. А вы считаете по недомыслию штраф дали? Я не думаю, что не подумал. Я думаю, что в нарушении закона. А когда ОИК говорит, что нарушения закона нету, а Госстройнадзор говорит, что есть и даются штрафы, то странно как-то ОИК действует. Не находите? Уточним этот вопрос. Уточните. Уточним. Отдел Да. по строительству, пожалуйста, архитектор, помечайте этот вопрос. Что еще у вас, пожалуйста? Значит, все-таки сейчас выяснилось, что были исправлены нарушения с кровлей, да? То есть выявлены нарушения. А какие еще, кроме кровли и выбросов, были выявлены? И как они исправляются? Что-то было еще выявлено? На сегодня, я думаю, что нарушения, если были, вы подойдете, спросите, или вам письменно ответят.
Сколько было нарушений, сколько устранялось, Иван Иванович. Сколько было в процессе надзора, было, если были проблемы с работами, пожалуйста, представьте, это не секрет. Если наши строители некачественно где-то сработали, это не секрет. Будут знать братья в дальнейшем. Так что вам дадут. Мгм. Значит, скажите, пожалуйста, какая-то из служб при КИЛИСЭС в курсе вывоза с территории предприятия 9 марта большегрузным автомобилем товаро-материальных ценностей, а может отходов? Ну, это вопрос у контроля. В курсе, да? А скажите, пожалуйста, а что вывозилось согласно накладных? Ну, когда в период поставки оборудования, предварительное испытание этого оборудования проводилось. Его ж надо на чем-то проводить. Поэтому образцы там опытные были, чтобы... Не, До ну, 9 марта этого года вопрос задают. не, подождите, 3 я дня задаю, назад я буквально. задаю вопрос Рику, кто контролирует, или вы тоже контролируете, товарищ? Тоже. Они ставили в известность и комитет. Скажите, пожалуйста, что вывозилось с данного предприятия? Вывозились жидкие отходы для исследования на дальнейшую переработку по заключенному договору. С кем? Уточню, не помню. Ответ письменно вам представят. Но Значит, они поставили в известность, это те отходы, которые у них стояли 40 кубов. Там остались еще. С предприятием они на договорные основания, они испытывают на дальнейшую переработку. То есть они были первоначально поставили 2 или 4 куба, их не хватило, дополнительно повезли туда доисследовать. Хорошо, то есть... Если пройдет, Александр Васильевич, они писано вывезут видели, все. все напишите. Куда? А нет, так, зачем, никак не вижу проблем. так мы же здесь находимся, зачем? Какие Нет, проблемы если надо ответить? вам, А это пожалуйста. свинец содержащие отходы или нет? Александр Васильевич, Это свинец содержащие отходы? Это отходы от очистки источников. Ну, свинец там присутствует в этих отходах? анализ сделали? Экспертиза есть, лабораторное исследование. Скажите, пожалуйста, а... Мы посмотрим по проекту, что содержат эти отходы. Нет, так Я не могу так сказать, что они содержат. Я посмотрю документы и выдадим письменно. Класс опасности определен того, что они вывозили. Значит, Александр Васильевич, Не под- уважаемые, что вывозили, письменно видят, пожалуйста, уважаемые, за своей подписью положили. Значит, Я вопросов здесь не вижу. Значит, Это я не секрет. усматриваю вопрос в следующем, что это вывозились отходы? Вы ска- Значит, данные отходы были оформлены как сточная вода. Это раз. Кто-нибудь знал об этом с администрации СЭС и с РИКа? Знали? Ну, я допускаю, что знали. Но вот чего вы точно не знали, а если знали, то совершили не контроль о том, что спецтранспорт не соответствовал условиям перевозки. МЧС уже наказывала за это. В этот раз опять такая же приехала машина. Написано заявление. Скажите, если вы контролируете ситуацию и были уведомлены, почему вы не присутствовали в данный момент на данном заводе, чтобы не совершилось опять административное правонарушение, выразившееся как минимум в перевозке опасного груза, не были выполнены правила по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь, утвержденное постановлением МЧС Республики Беларусь от 8.12.10 номер 61. Почему Дмитрий не Витальевич, контролируете? Потому что данные, Уважаемые, скажем, уважаемые, не являются будем мы... Откуда говорить- вы знаете? Вы только что минутку. сказали, что отход. У нас есть Уважаемые, я вас немного... Подождите, приостановлю. товарищ Горошко сказал, Дмитрий- что это Дмитрий отход. Витальевич, уважаемый Состав Дмитрий Витальевич, неизвестен его. говорит, Дмитрий Витальевич, я смотрю, вот вам, если где-то вопрос, вам не то, что решение вопроса, а где-то кто-то радость от этого приносит, да, и кого-то вот это. Давайте мы объединимся и как решать Меня эти беспокоит вопросы, да? бесконтрольность. Я нет, так вы улыбаетесь, радуетесь этому, если Ну, кто-то где-то запнулся в вопросе. Вот это у меня как-то странно, говорится, поведение ваше. Ура, вообще он, не говорится, не улыбаетесь. знает этого вопроса. В ладоши хлопает. Так вы скажите, уважаемые друзья, давайте совместно контролировать. Уважаемые коллеги, каждый день пишутся заявления, уведомления с февраля месяца. Пожалуйста, кто там контролировал? Зачем писать заявление? Вы говорите, сообщайте нам, когда вы приедете. Если туда заходит какой-то транспорт, наши телефоны 28 50 50, запоминаются легко, это мой телефон. Звоните. Вы мне извините, набираешь облсполком, Вы уведомляете, как Подождите. главный орган государственной власти, звонить, нам советуют, звоните 102.
Мы звоним в 102. Я вам Это вообще называю что? свои телефоны, Минуту. раз мы контролируем. Э, Вы позвоните мне, вопросов нет. Свободная экономическая Вы, зона, мы же там руководитель, каждый да? день не находимся. Так. Вот он вам говорит телефон, говорит, какие проблемы с ним, говорит, Заехала какая-то... сотрудничаете. Так, А не- если, Федор Федорович, Так кто контролирует? Общественность минутку. или Уважаемая- милиция? Мы же не можем там ежедневно Федорович. находиться. Федор с утра до Федорович. вечера и смотреть. Зайдет какая-то... Федор Федорович. Согласен, но по Уважаемая- выявленным фактам вы проводите Федор проверки, Федорович. чтобы не допустить в будущем. уважаемые посетители, есть проблема, пометьте МЧС, пусть проверит, какая машина заходила, какая, говорится, вывозила, и соответствовала ли она тем требованиям, Вы которые... поймите, что мы для не этих стоим, грузов. как сидим напротив. Мы как вот категорически это все. Я только за, вопросов нету. Хорошо, скажите, пожалуйста, а какие меры были приняты с прошлым годом, когда такие машины вывозили? Какая-то система, какие-то предписания, какая-то договоренность, какие-то письменные указания от вас iPower поступили? Это, наверное, еще когда завод не был на консервации, так я понимаю? А тут без разницы, нарушение законодательства по перевозке было и при консервации, и расконсервации. В любом случае это значения не имеет. Есть вопросы, которые нашей компетенции, есть вопросы, которые, может, к охране природы. Хорошо, тогда Разные как бы- можно вопрос? Вот, Конечно. значит, Ну, вопрос, каждой машине сегодня что-то. зашли 2 машины разгружаться. Скажите, пожалуйста, с чем зашли разгружаться? Мы сегодня еще не выезжали туда. Если вы видите, вот я еще раз говорю, вы вот видите, что машины заехали, позвоните 2850. Секундочку. Федор Федорович, Хорошо, поедете, скажи, посмотрите. тогда другой, как Ну, вообще вы, вот мы не а позвоним, вы как машины вы, заехали, как вы 3 дня подождали, контролируете? потом пишете, а что машины Хорошо, приехали? вы когда вы раз в неделю, или 2 раза в неделю приезжаете, вы вообще Мы 102 звоним. просматриваете видеозаписи? Как вообще контроль осуществляется? Вот мы не позвонили, милиция не приехала. То есть дальше это оборудование сварили, смонтировали и все или как? уважаемая- Как контроль у вас осуществляется? Какой план действий? уважаемые, разрешите вопрос, вот так мы такие вопросы штучные обсуждаем. Велось общественное обсуждение строительства вот этого завода, непосредственно на заводе, привлекались ученые, вы участвовали вот в круглых столах? Там? А скажите, если поддельные документы идет расследование в рамках УПК, о каких круглых столах Как можно вы идти речь? говорите поддельные документы, кто их там подделал? Кто поддел, для этого разбирается милиция, кто поддел. Написано запрос в КНР, уже в Данию написан вопрос. А что можно обсуждать, когда документы Стоят подделаны? печати непонятно какие, которые Вы двигаются по, хотите по сказать, всей странице. владельцы завода пригласили говорит, людей, Я хочу сказать, что документы, на основании которых сейчас проводится ГЭ, поддельные. И что написано в заявлении? А если документы поддельные, о каких круглых столах вообще может идти речь? А если не И что поддельные? обсуждать? Отдельно. Скажите, а как, Поддельные? Я не к тому, что А поддельные а как уже... печать может по странице лазить в графическом редакторе? Как это может быть? Правильно по этому вопросу? Да, конечно. Если он вам отвечает, что они не поддельные. До того момента, пока не будет ответа от МВД, никакие круглые столы, тем более государственная экологическая экспертиза не может быть по причине того, что общественная экологическая экспертиза на основании распоряжения президента РБ не проведена, а приостановлена. Вот и все. Она приостановлена или она не приведена? Она Где прописано, что она приостановлена? В официальных УИК также был включен в копию. Написано на администрацию президента, неоднократно на Центр экологических экспертиз о том, что мы не отказываемся, а по причине подделки документа, а более того, ошибки Брестского РИК 16 год и 17 выделение дополнительного участка, на основании которого в 2017 году штамп государственного имущества стоит, и выделенный участок уже после общественных обсуждений, в соответствии пункта 7.7 постановления 41 Совета Министров о правилах проведения экологической экспертизы должен быть доработан ОВОС и проведены повторные общественные обсуждения. Поэтому пока не будут выявлены 2 вопроса, один уже выявлен. МВД подтвердило, что имела место ошибка. Вот. А второй момент, что написаны запросы, потому что тех фактов, которые, как вы говорите, если нет, то, что я показал, сотрудникам показалось достаточно написать заявления и запросы в другие страны. Если было бы все так верно и прозрачно бы, я думаю, многочисленному штату УВД Брестского облсполкома, тем более, что данный вопрос у Острейка, было бы время в течение месяца сказать, что нет, подделки нет. А так у них есть большие основания полагать, что подделка есть. Хорошо, вы написали заявление, не обязаны отреагировать. Мы отвлеклись от Не-не-не, визита. подождите, я Это просто то же почему самое задаю? вопрос строительства Если, вот этого завода. если все-таки МВД отвечает в том, что подделки документов нет. А если есть? Ну, мы берем какой-то... Подожди. Не, ну, Пускай человек что, задаст что вопрос. дальше? А дальше следующее. Дальше мы смотрим, знаете, как говорится,
Современность это постаревшая, вернее, помолодевшая история. Возьмем, давайте, итальянскую справку поддельную, да, как мы писали в МВД. Значит, получили 400 страниц текста от Интерпола. Достоверность никто не будет оспаривать. По официальному запросу Интерпол предоставил. Предоставил те документы, на основании которого Юнкевич, это эколог, сделал анализ и предоставил данные, на основании которых сделан расчет. У нас в Беларуси действует ТКП. Товарищ Горошко может это подтвердить по заводам-аналогам. В частности, там говорится, если у нас нету завода в Беларуси аналога, берется аналог за рубежом с аналогичным производством, смотрится его сколько сделано и кратно на нашу мощность переносится. Так вот, получается, что когда Центр экологических экспертиз все же получил данную документацию, на 400 страницах переведено торгово-промышленной палатой, в достоверности тоже не приходится сомневаться, он не смог оценить данный документ и сопоставить с заводом iPower. Не смог. Соответственно, та итальянская справка, которую мы постоянно говорили, что она поддельная, как минимум уже по этому ответу не может принята быть для того, чтобы рассчитывать данный проект. Потому что Центр экологических экспертиз Не смог. не смог. Полезет. А ранее госпожа Малкина в 2008 году говорила, что данное сравнение проведено, аналог сделан, и все хорошо. И вот теперь вопрос. А может, все-таки Е. Малкина была не точна в своих ответах, что все проведено, раз сейчас Центр экологических экспертиз, когда получил информацию, не смог. Либо ему дана команда, говорит, что он не смог, либо он увидел всю подделку. А если они говорят, что они не смогли, то тогда они вообще не могут разбираться в документации, которая в Республике Беларусь действует. Почему? Потому что у нас документация и отчеты об ОВОЗ в таком же виде, как и в Европе приняты. Поэтому сейчас говорить, если бы ДКБ, давайте отталкиваться от фактов. Нет, если Давайте мы говорим отталкиваться, про- давайте если от мы говорим про фактов, МВД, от у расчетов. МВД четко будет, значит, заключение. Поддельный, не поддельный. Нет, к Уголовное дело, не сожалению, уголовное. вот вы опять пытаетесь увести в сторону. Почему я увожу в Объясняю, сторону? потому что я, когда был у Острейка и говорил, давайте конкретизируем вопросы, они не конкретизируют вопросы, они задают так, как они задают, и нас в известность о том, как ставится вопрос, не ставят. А факт есть факт. 3 килограмма выбросов у завода iPower, а у завода в Италии, который выбрал проектировщик аналог, минимум килограмм в день. Мы сейчас про пыль не говорим, свинцово-содержащую. 220 рабочих дней, 220 и 3 килограмма. Есть разница? Есть разница. Есть разница превышения протокола замеров 178 раз, это мы говорим по свинцу, а по диоксиду углерода, оксиду углерода в 30 и в 40 раз сжигание газа, когда больше шло. Есть. Вы цифрапируете 178 раз. А сколько это реально в граммах? А Какая разница? Не-не. А вот вы нам дайте, пожалуйста, все протоколы, которые под грифом находятся, и мы тогда предметно поговорим. А то вы сейчас начинаете говорить о тех вещах, Хорошо. которых нет у вас на Уважаемые, руках. я понял, Дайте что- ознакомиться, мы просим полгода. Дмитрий Витальевич, уважаемый, давайте дальше вопросы. Ну, давайте передам слово Спасибо, Мавтале что вы Гулянову. мнение высказались. Пожалуйста, дальше вопросы. Значит, вопрос такой, о работе наших органов. Вы, пожалуйста, представьтесь, а то, говорит, Вялов, вы я- сидя, не надо подниматься на месте. Как, говорит, зовут имя ваше отчество? Вялов Олег Сергеевич. Олег Сергеевич, пожалуйста. Значит, у меня есть вопросы к работе нашей природоохраны. Значит, в прошлом году, значит, вследствие бесконтрольности, значит, наверное, читали письмо докладную Маслобоева, что повыграла трава, умирали насекомые, ну все ладно. Значит, в колодце было найдено 1,5 куба щелочи, высококонцентрированной. Вот. Значит, этот вопрос мы пытались поднять больше месяца. За этот месяц дважды какие-то личности пытались эту воду, щелочь эту, откачать в канализацию. Ну ладно, не дали. В конце концов, торжественно все это дело перекинули в кубы. Кубы поставили на территории предприятия. Сейчас эти кубы увезли в неизвестном направлении, мы их не видим, не знаем, что с ним. Значит, проведено ли какое-то расследование? Стоят эти кубы в Стоят. помещении, опечатанные, Хорошо. печатью А откуда там инспекции. щелочь появилась? Разбирательство проведено какое-то по этому Проводилось факту. Мы уже расследование. обращались не раз. Хорошо. Это не наш вопрос. Вы задавали Там мне вопрос? герметичный колодец и герметичные трубы, напорный коллектор. Это мы Вот там слышали, щелочь. откуда щелочь в таком объеме.
Так проведено расследование или нет? Чтобы мы понимали. Любой Мы этот вопрос Борисюку любой задавали на любой прошлой структурой встрече. контролирующей проведено или Иван нет? Иванович, вы можете помочь ответить на этот вопрос? Где, что, Я наладка шла? Я факта этого вообще не знаю. Есть в интернете, можно посмотреть. Все у нас записано, видео, фото, все есть. Как откачивались. Колодец, где стоит водомер. Да. Да, с Вот можете ознакомить протокол испытаний. Оригинал от водоканала. Что там находилось? Что там было в этом Если колодце? была Откуда? такая герметизация, где-то порыв или разгерметизация вот этих труб, то если так, Да-да, бытового. здорово. Ну Так, откуда нет? там? Щелочь. Откуда в канализации? Эта труба прямая уже после очистки, это идет непосредственно в КНС. И вы этот вопрос ставили, не ответили, да? Нет. Мы его ставили на личном приеме у Борисюка. Александр Васильевич, записывайте вместе со строителями, где что и где она находится. Нам Если её обещали отправить- наших Ваш очень представителей на интересный завод Валерий отправить, Васильевич, чтобы они помогли обработали расследовать стоят это. на заводе, печатанные как первоначально. Мы просили разобраться, откуда там взялась щелочь. Откуда она Я ж не появилась? строитель, я не могу. Она же Кто может дождем не разобраться в прошла. этом? Там герметичные колодцы, там проходит через этот Значит, колодец, через фланец скапало. напорный коллектор, он герметичный. Нет, секундочку, Возможно, но... при промывке, когда Нет, строительство секундочку, происходит. Речь шла о 5 кубах. были производственные работы. Уважаемые, Сделано уважаемые 6 фур... посетители, здесь надо, чтобы профессионалы, мы многие, говорится, да, здесь разбирается, кто на бытовом уровне в этом оборудовании, откуда вот эта щелочка. Вы меня извините, Александр Васильевич, 10 обращений было вместе со написано. строителями. Сколько 10. можно Подготовьте разбираться? вот этот ответ. Есть вопрос. Щелочь, Олег Сергеевич, появилась. Откуда она могла появиться? И что, говорится, сделано, чтобы эта щелочь там не появлялась? И сделано ли что для этого? Щелочь эту хотели строители. Хорошо, Олег Сергеевич, вопрос вас. Говорится, Что понятен, щелочь? конечно, если- Строители хотели откачать, да, строители. еще? Ужас, это вообще. Пожалуйста, вопросы еще. Значит, вопрос такой. Сейчас, когда был ответ Брестский МРИК дан, что... Сейчас я вам процитирую. Сейчас, секундочку, где это... Так. По устной информации директора ООО iPower Брестской таможни инициирована идентификация Брестской областной инспекции госстандарта продукции, а именно аккумуляторных батарей, не полуфабрикатов, не пластин, аккумуляторных батарей, произведенных в режиме пусконаладочных работ в период апрель-июнь 2019 года. У меня вопрос. Почему с мая месяца по ноябрь месяц ответы от всех контролирующих органов РИК, ОИК, СЭС говорилось, что готовых аккумуляторных батарей там не производилось, а производились полуфабрикаты. Когда своим письмом Брестский районный исполнительный комитет подтвердил, что выпускались, а именно уже, значит, был запущен производственный процесс, готовые аккумуляторные батареи. С какой целью? Кто давал информацию? Какую цель преследовалась? И какие меры воздействия будут приняты к этим людям? Кто пояснит? Предоставим ответ. Желательно, чтобы СЭС тоже как-то предоставил ответ. А мы вам давали информацию, что... Непосредственно давали. СЭС, вы нам Да, давай. Товарищ даже давал интервью, что аккумуляторные батареи, которые вывозились, оказывается, были в городе Пинске сделаны и привозились на проверку зарядки. Да, а это было не подтверждено, а было реально опровержение у ДФР Брестского областного ГКК о том, что были готовые полуфабрикаты сделаны такого-то времени, с Пинска ничего не поступало. Только был вопрос о том, что 2 фуры с электролитом, да, действительно, по документам убыли в город Пинск. Все. Поэтому потрудитесь ответить все-таки вы тоже. Значит, и... Можно копию ответа взять? Да я могу вам предоставить даже, пожалуйста. Значит, и еще такой момент. Вот возник вопрос по... Очень хороший, кстати, вопрос. По 178 раз, сколько это в граммах. Мы бы очень просили предоставить нам протоколы. Даже, Просим чтобы, неоднократно. чтобы нам на равных позициях беседовать с заместителем председателя облсполкома. Да? Вас Почему назначили? скрывается эта Еще нет? информация? Мне сказали, вас вместо Клеца. Ну, извиняюсь, на повышение пошли. Вот, в общем, Говорится, какая информация? значит, есть протокол для служебного пользования по замерам, сделанным РЦАК
на данном предприятии, где превышение, по-моему, позиция 38, 178 раз по свинцу, также превышение по другим позициям. Данный протокол мы неоднократно запрашивали в Брестском областном комитете природных ресурсов, нас отослали в Минск, Минск нас отослал на Минприроды, а Минприроды нас обратно отослала на Брестский областной комитет охраны окружающей среды. То есть круг замкнулся. То есть мы просим вас предоставить общественности, чтобы она действительно ознакомилась. Может, там ничего так страшного на самом деле нету. Может, действительно эти разы там в микрограммах и так далее. Александр Васильевич, изучите, мне поясните, что к чему, кто за протокол, откуда и как мы можем повлиять на министерство, дают ли они их нам и... Да, у меня еще такой вопрос. Пожалуйста. Почему УВД Брестского облсполкома оперативно не информирует Республиканский центр повышения квалификации работников, а именно Рачевского, который проводит государственную экологическую экспертизу по фактам того, что написаны запросы, что начата проверка и то, что в документах по выделению земли действительно есть техническая ошибка. С какой целью не происходит информирование органа, которую мы вас официально проинформировали, что документы находятся на государственной экологической экспертизе, что необходимо, подождите, как можно быстрее проинформировать с целью, чтобы люди, которые по своим должностным обязанностям не должны сличать, подделка или нет, могут ошибочно выдать на основании поддельных документов положительное заключение. Почему не информирует УВД Брестского облсполкома о данном факте? Дадим ответ Вострейку. Хорошо, уточните Вострейка. Да, и 18 числа я записан Кострейко по данному факту, по расследованию, потому что как-то странно получилось. То есть, смотрите, мы написали, нам предоставлены были документы, копии в электронном виде и в печатном, копии, которые мы посчитали, что они поддельные. Значит, как пояснил директор Бутов, что данный оригинал у предприятия есть, и по закону эта копия снимается с оригиналов. Как-то странно получается, что написали запрос в Китае, при этом ничего про оригиналы, которые должны быть на руках у предприятия, ничего не сказано. Мы бы очень хотели бы попросить Брестский областной исполнительный комитет пролить свет. Так все-таки оригиналы есть документов, либо оригиналов документов нету, а есть только электронные копии, которые, я уверен, ну, скажем так, я сейчас даже не говорю, что не предполагаю, а я уверен, что они поддельные. Вот кем подделаны, я не знаю. С помощью графических редакторов, то есть представителям БЭПа я показал. Еще раз конкретизирую вопрос. Оригиналы документов есть или нет? То есть паспортов, китайского паспорта, китайского документа с плавающей печатью, с документа с Дании, с Южной Кореи и с Испании. Почему спрашиваю Южную Корею и Испанию? Они заверены датской печатью, без подписи, с одинаковым углом наклона, а в самих документах испанских совершенно другая печать данного предприятия. То есть меня интересует, оригиналы есть вообще? Или все это фикция, вообще, которая базируется непонятно на что? Можно это будет попросить вас? Потому что Острейко на этот вопрос ответил, что будете потом проинформированы. Идет расследование. Не, секундочку. Перед тем, как написать запрос, надо было проверить, оригинал есть или нет. Простой вопрос. В природе они Так если вообще. вы говорите о том, что они подделаны, так и оригиналы тоже точно так же могут быть. Не, ну давайте мы не будем пальцем Как в небо. оригиналы можно подделать? Михаил Леонидович, давай, Распечатать точно так же, наверное. уважаемые, Скажу так, ну, прописную истину скажу, но все-таки, что оригинал отличается от копии мастичной печатью и Да. живой подписью. Вы знали об этом? Знали. Есть... Не, подождите секундочку. Давайте. Михаил Леонидович, вы В любых хотите документах рассказать, может что быть- есть технологии, что угодно сегодня В любых можно сделать, документах, не надо скажем про так, это. может быть написано, что факсимильная копия, значит, Мы говорим оригинал. Мы говорим Мы говорим оригинале. оригинал. Мы не во факсимильной копии, имеющей статус наравне с оригиналом. С оригиналом. Поэтому Мы они- говорим об оригинале. Нет, так я еще раз говорю, что может у них это факсимильная копия, которая имеет. Я И- не разбираюсь в этом вопросе. Ну вот давайте, Острейко- давайте не Острейко будем. вопрос будет Вы задан, правильно сказали, что вы Острейко не разбираетесь. И давайте пускай люди Поручение разберутся. Острейко, пусть УВД проведет расследование. Если Они и так проводят. Они не проводят. дадут ответ, пожалуйста, еще что. Ну, у меня все-таки вопрос, когда действительно начнется контроль над данным предприятием? Контроль ведется. Каким образом? Вам сказали и свободная экономическая зона, Брестский райисполком. Если он недостаточен, сегодня вот слышим, контроль они ужесточают. Скажите, Вы, пожалуйста, если есть проблемы, Федор Федорович, ближе познакомьтесь с ней. Свободная экономическая зона, руководитель.
Есть вопросы, набирайте его вместе, говорится, туда, и говорится, надо кого, привлекаем дополнительно. Скажите, А вам пожалуйста, спасибо тоже, что вы помогаете контролировать. скажите, пожалуйста, а что мешало с 17 февраля разобраться с количеством приезжающих работников? Но мы этот вопрос задали. Да, уже есть. Вопрос задан, он помечен для чего. То есть и сейчас как никак проезжает. ответить нельзя? Олег Сергеевич, что хотите Да, еще есть задать? вопрос. Значит, еще остался один вопрос нерешенным у нас с прошлого года. Я все-таки подниму его. Значит, в прошлом году было задержано 2 фуры с обломками аккумуляторных пластин и фрагментами пластиковых корпусов. Ну, что-то там было пластиковое. Значит, на нашем приеме господина Шинчука нас подняли на смех, сказали, что это пластины к аккумуляторам отношения не имеют. И прозвучала такая фраза интересная. Вот будут обломки корпусов, тогда и обращайтесь. Спустя неделю мы задержали все-таки машину, груженную разрезанными, распиленными болгаркой корпусами. Что-нибудь ведется по факту незаконной утилизации аккумуляторных батарей на заводе iPower? Это может заявлена такая вот поведительность. Александр Васильевич, помечайте, если не готов, Отметил, но, по-моему, ответ был дан. то не изучаешь, Ну, и готовишь. я знаю, вы видели эти обломки, и вы согласны, что это разобранные аккумуляторы, правильно? Я не знаю, что не работает. Ну, распиленные. Да. А какие? Ну, фотографии там есть. Корпуса были. Корпуса были. А как Не новые? распиленные. Когда на выпуске, это не присутствует. Ну, Я понятно. посмотрю. потом- Не, ну, скажем так, вы не присутствовали, присутствовал Николай Николаевич, который главный, да, по отходам, он признал, что данные корпуса не новые, а загрязненные, что не соответствуют паспорту, что не соответствуют накладным, и в соответствии с этим данные корпуса были возвращены как несоответствующая товарная масса, а это не товарная масса, а был отход, на завод iPower. И становится вопрос, а где контроль? Почему опять общественность задерживала, а не наши боевые структуры? Где вы были, когда это все Дмитрий происходило? Витальевич, не надо боевые структуры, это уже слово такое, это говорит, оно не совсем... Ну хорошо, уполномоченные структуры, Да, ответственные. но не очень красивое слово. Ну хорошо, где были ответственные структуры, почему допустили? Вопрос этот, Александр Васильевич, помещайте. И как ведется контроль? Потому что перед этим две фуры были с обломками. Говорили якобы, что все под контролем. Так каким контролем? Если Просто до сих пор не вернул расследование. Да. никакое. То есть, так разбирались аккумуляторы на заводе iPower, либо не разбирались. Если не разбирались, откуда обломки корпусов? загрязненных, откуда да, пластин? отходы, да. То есть, Александр Васильевич, что... помечай, ответ готовишь, разбирались и посещая завод, смотришь, что сегодня делается, как делается. Я есть поясню ли просто проблемы. ситуацию. На этом заводе, согласно всем проектным решениям, никакой резки, разборки, утилизации аккумуляторных батарей быть не должно и не может. Но мы нашли обратное. И это была там не прицепчик какой-то, это была большая грузовая машина корпусов грязных. Сверху там, по-моему, 6 штук нашли, там, с верхнего ряда. Ну, дальше уже не стали копать, ну ладно, бог с ним. Но факт уже зафиксирован, у вас эти бумаги есть, что именно загрязненные, не новые корпуса. У нас фото-видео осталось, это все дело, то есть свидетели, именно руководство перерабатывающего предприятия этого тоже это все видело, что это распилено все. Мы дадим ответ. Я посмотрю, давали ли мы ответ, но, по-моему, давали. По-моему, там было Меня просто- интересует не факт вывоза этих пластика загрязненного. Откуда он появился там? Да. То есть как он появился и Олег не Сергеевич, занимается вопрос никакой понятен. работой. Вот экологическая служба готовит, и есть вопросы? Я просто поясняю, что при этом при разборке аккумуляторных батарей выделяется куча всего вредного. На тот момент уже у завода ничего не было. То есть, даже если было, то все равно делать они это не имеют права, потому что нет у них на это ни оснований, ни права, ни закона, вообще ничего. Там уже пояснение. Я поясняю, что поясняю. Какие могли быть корпуса? Когда линию остановили, недособраны. Вот и всё. Они разрезаны болгаркой были. Я не знаю. Ну вы же Я- видели, видео проводилось есть. расследование, не проводилось расследование. Либо Александр Васильевич, отдали, да и бог с ним, что помечай отдали. вопрос, проводилось, не Вот откуда это незаконная появился вот производственная это? деятельность. Это довольно серьезно, потому что при этом выделялись И наверняка БУ аккумуляторы, как загрязняющие здесь вещества. называют, не должны Вы быть. знаете, что это такое. Вот. И Алексей Сергеевич, спасибо за вопрос. У кого еще есть вопрос? Скажите, пожалуйста, вот райисполком сказал, что выезжает на место, то есть, да, то есть выезжаете на место. Скажите, пожалуйста, вот когда мы написали заявление в милицию и
предоставили факты, да, вместо того, чтобы выехать на завод, вы звонили директору iPower, согласно устной информации, которую он дал, вы написали ответ. Скажите, пожалуйста, вы эту устную информацию проверили как-то, прежде чем писать, либо просто поверили на слово? Уточним, дадим ответ. То есть, ну, за вашей подписью ответ. То есть вы сейчас не можете? Когда ответ? 3 марта. Сейчас. За вашей подписью. То есть вы лично Владимир проверяли Григорьевич, информацию? что пишем, надо Я проверять. лично не Если не было, уполномочен уточнять. проверять какие-то вещи. Ваш Понимаете? подчиненный- У меня есть штат Согласен. специалистов. Я не могу ответить Согласен. сейчас. Мой специалист есть, Хорошо, когда вопрос есть. есть. Владимир Григорьевич, Нет, подождите, Отвечаешь, подождите. У меня вопрос, нет, тут вопрос как бы простой. То есть данный специалист, который готовил данное письмо, он убеждался в информации, которую вам пишут? Я уточню и вам дадим ответ. То есть возможен вариант, что он не убеждался, правильно я так понимаю? То есть или так, либо так. Я ж Ну, 3 раза конечно, не ответил. убеждался. ну, на сегодня это надо проверить, убеждался, не убеждался. Вопрос есть, пожалуйста, что еще? Мне бы очень хотелось бы, чтобы Брестский облсполком к заводу iPower применил законодательство Республики Беларусь в строительстве, в обращении с отходами, в эксплуатации данных сооружений, не введенных в эксплуатацию, чтобы его подчиненные структуры руководствовались нормами закона и законодательного поля Республики Беларусь. И если iPower нарушает их, несмотря ни на что, фиксировать данные факты, дать команду, чтобы фиксировать данные факты и принимать решения в соответствии с законом. Потому что на сегодняшний момент у общественности сложилось мнение, что iPower закону не подконтролен. Может, это указание чье-то, может, это чья-то прихоть, но у нас перед законом, как сказал президент, все равны. Соответственно, ответы давать такого плана устно, не устно, чтобы, знаете, вот цепляться, как вы говорите, за слова. Мы тут все взрослые люди, а вы тем более и при должностях государевых. Соответственно, государевый закон надо соблюдать и смотреть. И поэтому такого отношения, как вот сейчас к iPower, когда общественность все регулярно действует и фиксирует все, и после этого слышать ваше спасибо, это, конечно, приятно, но немножко смешно. И как сказал Рачевский, что благодаря Варте все нарушения и вскрылись. Госчиновник сказал. Поэтому хотелось бы от вас более активных телодвижений увидеть в соответствии с законодательством. Потому что спустя рукава и закрывание глаз это ни к чему хорошему не приведет. Общественность все это видит и делает свои выводы. А это не молочная фабрика, это завод, который работает с 1 классом опасности. Ясно. Что еще? Спасибо, пожалуйста. У меня вопрос можно. Дмитрий Витальевич, обязательно вам нужно просто дефекты описывать, которые в процессе строительной конструкции, или это... Ну, если есть возможность, я могу на личный прием прийти и записать. Зайдите к Ивану Хорошо. Владимировичу, знакомьтесь. Друзья, я ставлю вам 2. Вы работаете на 2. И почему Дима смеется, ржет? Потому что на вас смешно смотреть. Вы так отвечаете. Но мы-то понимаем, в чем дело. В чем дело, скажите? В чем дело? Что вы скрываете? Скажите. Вы говорите, в чем Мое мнение личное, что этот завод построен незаконно, что вы взяли деньги, не вы лично, а власти. Чиновники. конкретно называете Я вам конкретно фамилии. говорю, я фамилии не могу Нет, назвать. Так вы назвать, что так бояться? Если Кто б я был взял? острейка, я бы вас за 2 секунды бы всех бы расставил по местам. Понимаете? Вы, извините, это уже Вот здесь с вашей сидящие. стороны Все, такое давайте заявление. Я не могу. вообще. Но я то, что я вижу, то, что вы делаете, вы смешны. Ну, это оценочное ваше суждение. Оценочное, конечно. Оценочное, да. И я не понимаю, зачем мы, налогоплательщики, вас содержим. Вы нас убиваете, вы проконтролировать ничего не можете. Вы говорите, уважаемый власть посетитель. вас защитит. От чего вы нас можете Уважаемые. защитить? Вы только деньги берете с налогоплательщиков и не делаете ничего. Уважаемые посетители, вас кто-нибудь здесь Сергей Сергеевич, да? ваше выступление... А кого я записано на оскорбил? диктофон, А оно кого я не оскорбил? Вы направлено. сказали, Поставлена если бы за конечная стрейку, точка. вас бы тут разобрался со всеми. Да, и что? Да? Если так мне дать а- полномочия о стрейке, я все Говорит, сделаю. Какие претензии, называйте по порядку, какие кому здесь претензии. Да, я, говорится, не был, когда завод это... Или вы говорится, хотите сказать, что другие 5,7 миллионов, курировали. которые мы подали, Но на сегодня, взыскали если эти кто-то деньги? с этим Вернее, не виноват, взыскали, а выиграли пожалуйста, суд. называйте Это вот мы фамилию. получили деньги? Что? На Давайте дальше. сегодняшний момент даже фраза, что вы выиграли суд, не имеет Очень юридического обоснования, потому что Серьезно? подана апелляция. апелляция, Все, да. значит, Вы бы в посмотрели, юридическом как плане себе вот мадам данное представляла интересы народа. Хорошо.
И Ну сравнили что? с адвокатом Дмитрий Майпауэра. Витальевич, Ну, вообще ваши, говорится, друзья, двусловцы такие, коллеги, может. говорится, мы друг друга... Называйте нас просто брещане. Работать надо взаимно. Есть претензии, встречаться, все службы напротив Здесь и вас, брещане. глаза в глаза. Да, Если кто-то брещане. Только некомпетентно одни ответил, брещане, брещанистые пожалуйста, других. дорабатываем. Спасибо, всего доброго. Опять же, А ваше я мнение. попрошу Это мое мнение, работников конечно. здесь и приглашенных Есть еще геноцид статья. Геноцид, уничтожение людей. Мы постараемся, чтобы за ее вас не судили никого. 500 килограмм в воздухе будет летать, и вы тоже будете этим дышать.